Halleluja! Аллилуйя! Sveicinu arī tie, kas skatīsies YouTube atkārtojumā. Да, и я также приветствую тех, кто будут смотреть в Ютубе, в повторении. Потом. Svētīgi jūs esat. Благословенны вы. Ik viens cilvēks ir svētīgs, kad viņš dzird Dieva vārdu. Любой человек, который слышит голос Божий, он благословен. Tāpēc, kā jau minēju, Dievs ir labs. Потому что, как уже было сказано, Бог благ. Un viss, ko Dievs dara, viss, ko Dievs saka, И все, что Бог говорит, все, что Бог делает, tas priekš mums ir labi. Amen. это для нас хорошо. Amen. Аминь. Аминь. Šodien vārds. Сегодня слово, Viņš būs, tā arī būs, kā abās pusēs griezīgs zobens. и оно и будет такое, как обоюдоострый меч. Bet mums tas ir nepieciešams Но нам это необходимо mūsu izaugsmei, для нашего роста, mūsu ticībai, нашей веры, un lai mēs stāvētu stipri patiesībām. и чтобы мы твердо стояли в истине. Amen. Аминь. Halleluja. Debes Halleluja. Tēvs, runā savu svēto garu Отец Небесный, говори к нам Духом Твоим Святым, mūsu sirdīs, в наши сердца, lai mūsu sirds atverās, чтобы наше сердце было открыто. lai kā patiešām, kā jau pirmīt lūdzu jau, Как уже прежде молились, ka mēs varam pakļaut savu sirds Tev чтобы мы могли подчинить свое сердце Тебе un saņemt šo vārdu и получить это слово un būt svētītiem и быть благословенными Jēzus Kristus vārdām. во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Tātad turpinām šo sēriju, kā mēs dodam vietu velnam. Да, и продолжаем вот эту серию дальше проповеди, как мы даем место дьяволу. Jeb vai ticīgos varbūt ļaunie gari. То есть вопрос в том, могут ли вообще бесы быть в верующих людях. Nolasīsim uzreiz rakstvietu. И прочитаем сразу местописание. Un tas ir Ebrejiem 3. nodaļa, Евреям 3 глава, 7.14. с 17 по 14, ой, с 7 по 14 стих. Jūs varat pierakstīt Можете себе un pēc записать tam izlasīt. и потом тоже прочитать. Tāpēc, ka svētais gars saka, Почему, как говорит Дух Святой? atcerieties, svētais gars to saka. Просто запомните, да, что Дух Святой это говорит. Un to viņš saka arī šodien. И Он говорит это и сегодня. Šodien, Ныне, ja dzirdēsiet viņa balsi, когда услышите глаз Его, neapcietināt savas sirds, не ожесточите сердец ваших, kā sarūktinām kārdināšanas dienā tuksnesī, как во время ропота в день искушения в пустыне, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, где искушали меня отцы ваши, kaut gan bija redzējuši manus darbus испытывали меня и видели дела мои 40 gadus. 40 лет. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, Посему я вознегодовал на онный род и сказал: vienmēr viņi maldās savās sirdīs. непрестанно заблуждаются сердцем. Maz drusņās apstāsimies. И чуть остановимся здесь. Dievs saka, Bog говорит. viņi maldās savās sirdīs. То есть Бог говорит, что непрестанно заблуждаются сердцем. Tas nozīmē savā dzīvē, savā iekšienē, Это говорит о том, что в своей жизни, внутри себя, savā domāšanā, в своем мышлении, savās vēlmēs, в своих желаниях, savā gribā. в своей воле. Tas tā mazliet iestarpinot. Это просто как бы, между прочим, вставочка. Bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Не познали они путей моих. Ja mēs varam teikt, Dieva gribu. Или мы можем сказать волю Божью. Tāpēc, ka es esmu zvērējis savās dusmās, И поклялся во гневе своем, tiem nebūs ieiet man adusā. не войдут они в покой мой. Un pielūkojiet, brāļi, И смотрите же, братья, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, чтобы не завладели сердцами вашими нечестие, atkāpjoties no dzīvā Dieva, какое и неверие, которое вводят от Бога живого. bet pamācat citu katru dienu, Наставляйте друг друга каждый день, kamēr vēl saka пока šodien, можно еще говорить ныне, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta чтобы никто из вас не стал своевольным, ar grēka viltību. обольщаясь грехом. Jo mēs, Ведь мы, saki, es я, скажи я,
Kristus līdzdalnieks. Ведь мы теперь во всем причастны Христу, Ja paturēšu Если- paļaušanos если только до конца будем держаться того, no sākuma līdz galam stipru. что с верой приняли в самом начале. Redziet, Pāvils mūs brīdina. Jeb vēstules autors ebrejiem. Видите, вот автор послания евреям, он предупреждает нас. Viņš brīdina mūsu lasītājus. Он предупреждает нас, читателей, Un ne tikai lasītājus, и не только читателей, bet tie, kas ir noticējuši Jēzum Kristum. но именно тех, которые поверили в Иисуса Христа. Turpinot šo arī svētdienas to svētru, es arī virzīšos, balstoties no viņas. И продолжая воскресную проповедь, я и буду основываться на ней и двигаться, отталкиваясь от нее. Svētais gars saka, Дух Святой caur говорит šo rakstvietu, через это местописание. visa problēma, Вся проблема, kāpēc mūsu dzīvē ir atvērtas durvis почему в нашей жизни есть открытые двери ienaidniekam, для врага, es izlasīsim vēlreiz. прочитаем еще раз. Vienmēr viņi maldās savās sirdīs. Tas ir kāds 7. pāns vai 8. Сейчас, секунду. Ir vienkārši tulku Давай, saviem давай. vārdiem. Vienmēr viņi maldās savās sirdīs, Непрестанно они заблуждаются сердцем своим, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. но мои пути они не познали. Lūk, ir šī problēma sākuma. Вот это корень проблемы. Un šodien mēs arī pieskarsimies pie nepaklausības И сегодня мы коснемся непослушания, un lepnības. Непослушания и гордости. Kā tas viss ir sasaistīts. И как это все взаимосвязано. Patiesībā šodien grēku, vārdu grēks, На самом деле слово грех сегодня viņš tāds ir šodien tāds nosaukts tāds, maigs. Nezinu, kā izteikt. и хочется сказать, что оно названо, так знаете, как бы нежно. Bet, ja mēs lasām Bībelē, kā Bībele to skaidri konkrēti uzsver, Но если мы читаем в Слове Божьем и видим, как Библия подчеркивает или делает ударение на это слово, tad tur ir konkrēti ar traģiskām sekām. то там конкретно показывается результат греха как трагическое последствие. Jūs redzat, ka Dievam nav vidusceļa. И вы видите, что у Бога нет золотой серединки, Vienmēr среднего ir пути. teikts, izvēlies vai, vai. И всегда написано, и мы читаем, что выбери или же. Tātad nepaklausīgi Dievam. Итак, непослушные Богу. Tātad, kas tad ir Dieva griba, jeb Dieva ceļš? Что же есть воля Божья или же путь Божий? Bībele saka, ka ceļš ir Jēzus Kristus. И Библия учит нас, что путь есть Иисус Un Христос. pats Dievs ir teicis, klausiet viņam. И сам Бог сказал, слушайте Его. Tas nozīmē to, ka arī vecā derībā viņi neklausīja Kristum. Это говорит о том, что и в Ветхом Завете они не повиновались Христу. Kaut arī tas bija Dieva pavēles, pats Dievs. Хотя это было повеление Божие, сам Бог говорил это. Un tātad, ko dara nepaklausība? Итак, что делает непослушание? Noved pie maldiem Приводит к заблуждению un atver durvis demoniskiem spēkiem. и открывает двери для демонического мира или сил. Mēs to paskatīsimies arī sīkāk. И мы посмотрим это даже более глубже. Patiesībā mēs grēkojam tādā veidā, На самом деле мы грешим таким образом, kad, kā jau es teicu, kad mēs šo grēku, ja salīdzināsim ar indi, давайте, если сравним грех с ядом, tad, ja būtu pudelīte ar indi, то если бы была бутылочка с ядом, bet ja tur uzliktu uz tās pudelītes nosaukumu kaut ko mīļāku, допустим, представим себе, что на бутылочку наклеили надпись, что-то такое, знаете, понежнее, un tu послаще. izlasīt, pieņemsim, viņš tur nepaklausīja, viņš tur nepaklausīja. Как примерно, условно говоря, просто, он не послушался. Kas tev labāk patīk, kad tev pasaka, tu nepaklausies, tev pasaka, tu esi grēkā? Как тебе больше нравится, когда тебе говорят, ты не послушался, или же ты грешник, ты в грехе? Tev labāk patīk, ka nepaklausies. То есть лучше, конечно, мягче звучит, ты не послушался. Bet joprojām pudelītē ir inde. Но на самом деле в бутылке до сих пор яд. Es gribu vienkārši, lai jūs saprotat, И я хочу просто, чтобы вы понимали, nepaklausība ir непослушание grēks. – это грех. Tas ir grēks.
Tas ir grēks. Это грех. Tātad vēl viena rakstiet, ko izlasīsim. Еще одно местописание, которое хочу прочитать. Jāņa evaņģēlijs 3, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30, no 33. panta. с 33 стиха. Bet kas viņa liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Jo, ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи. Jo bez mēra viņš dod savu garu. Ибо не меру дает Бог духа. Tēvs mīl dēlu Отец любит сына un visu nodevis viņa rokām. и все дал в руки его. Kas tic dēlam, Верующий в сына tam ir mūžīgā dzīvība. имеет жизнь вечную. Un tagad paklausieties uzmanīgi. А сейчас внимательно, дорогие. Bet kas dēlam neklausa, А неверующие, то есть на латышском сказано, те, кто не слушают сына, tas dzīvības neredzēs. в сына не увидит жизни, Bet Dieva dusmīgi paliek uz viņu. но гнев Божий пребывает на нем. Redziet, kas tic dēlam, saviem vārdiem, Да, кто верит в сына, tam ir mūžīgā dzīvība. у того вечная жизнь. Kas neklausa, Кто не слушает, tas dzīvības neredzēs. тот жизни не увидит. Mēs gribam Jēzu sirdī, Мы хотим Иисуса в сердце, bet tajā pašā laikā но в тот же самый момент mēs gribam dzīvot, kā paši gribam. хотим жить, как сами хотим. Bet Bībele saka, Но Библия говорит, tu nevari kalpot diviem kungiem. ты не можешь служить двум господам. Tev ir jāizvēlas Ты должен выбрать. vai nu Kristus, Или же Христос, vai nu tu izvēlies pats sevi. или же сам себя. Bet tu nevari abus. Но обоих ты не можешь выбрать. Kāpēc tā notiek? Почему так происходит? Kas pirmais nepakļāvās Dievam? Кто первый не повиновался Богу? Kas pirmais sagrēkoja? Кто первый согрешил? Kuram ir atbilde? У кого есть ответ? Kurš Громко. pirmais Bībelē sagrēkoja? Кто первый согрешил? Tie cilvēki. Это люди. Pirmais sagrēkoja Lucifers. Первый согрешил Люцифер. Viņš ir pirmais, kurš nepakļāvās Dievam. Он был первый, кто не подчинился Ja Богу. godīgi lasot par viņu, to, ko saka Bībele, И если так честно, вот мы читаем про то, что Библия говорит о нем, un ja to pielīdzina cilvēkam, и если это сравнить или приравнить к человеку, man ir ļoti žēl. мне очень Es жаль. teikšu godīgi. Честно, мне Изласīsim. жаль. Прочитаем, давайте. Tātad, ko saka Jeseja? Что говорит Исаия? 14. nodaļā, 14 главе, 12-15. с 12 по 15 стих. Ak, kā tu esi nokritis no debesīm, rīta zvaigzne, ausmas dēls. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, Kā tu esi gāzts pie zemes, tu tautu gāzējis. попиравший народы, разбился о землю, попиравший народы. Tu savā sirdī biji sacījis, А говорил в сердце своем, es uzkāpšu debesīs pāri Dieva zvaigznēm, взойду на небо выше звезд Божьих, es pacelšu savu troni, вознесу престол мой bet tu būsi gāzts ellē. и сяду на горе в сомне богов. Sēdēšu sapulces kalnā, Сяду на горе в сомне богов, es būšu kā visaugstākais. на краю севера, взойду на высоту облаченный, буду подобен Всевышнему. Un tad Ecihēla И потом давайте Иезекииля откроем. 28, 12, 17. 28, 17, 28 с 12 по 17 стих. Еще раз, 28 с 12 стиха по 17 стих. Un tur ir rakstīts šādi. Tu biji pilnīgs zīmējums. Ты человеческий... Иезекииль, да? Jā, Ecihēla, Иезекииль, 28, да, подожди, есть Иезекииль. Иезекииль, 28, 12. 12. Сын, что расплачивает в сатирском Varbūt kaut kas atšķirās mums. Совершенно. Varbūt saviem vārdiem. Подожди, нет, подожди, вот есть вторая половина. Полнота мудрости и венец Aha, красоты. jā. Да. Tu biji pilnīgs zīmējums,
pilns gudrības un nevainojuma skaistuma. Да, так. Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства. Печать ага, совершенства. Во, печать совершенства. Да, дальше так. Печать совершенства. Полнота мудрости и венец красоты. Tu biji ēdenē Dieva dārzā. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Tu biji svaidīts. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Aizsargājošs ķerubs. Это будет шабадак. Все-таки опять. Окей, ну vienkārši šito Да. tev. То есть, да, ну, ты был в Эдемском саду, в Божьем саду, ты был помазанным, охраняющий херувим. Līdz dienai, kad tevī atrada netaisnību. Все, вот, чуть, все. Ты совершенен был в путях твоих со дня, а сотворение твоего доколе не нашлось в тебе беззакония. Tavs sirds prāts uzaugstās tava skaistuma dēļ. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Tādēļ es tevi gāzu no Dieva kalna. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей. Un mēs redzam, viņš kļuva lepns. И мы видим, что он стал гордым. Lūk, nepaklausīgi ar lepnumu. To mēs sakām vienkārši grēks. То есть, видите, вот непослушание, выражающееся в виде гордости, это есть грех. Mums ir jāatzīst, ka lepnums ir grēks. И мы должны признать, что гордость – это грех. Ko dara lepnums? Что делает гордость? Lepnums cīnās ar Dievu. Гордость, она борется с Богом, Bet nav iespējams uzvarēt. но невозможно победить. Tāpēc, ka lepnums ir uz sakavas ceļa. Потому что гордость, она на пути поражения. Mēs zinām, ka Ieba grāmatā tiek runāts par Leviatānu. И мы знаем, что в книге Иова говорится о Левиафане. Un ja šeit paskatās no eksorcisma, И здесь, если посмотреть со стороны экзорцизма, tad tas ir gars. то это дух. Viņa, es tagad nezinu, kāds tas pāns, bet Ieba grāmatā par Leviatānu ir rakstīts, Я сейчас не помню наизусть какой стих, но в книге Иова про Левиафана написано. ka viņš valda par augstprātību un lepnumu. Там написано, что он царствует, этот Левиафан, этот дух, царствует над высокомерностью, над высокомерными и гордыми. Jā, bet ko par šo garu runā Bībele? И что Библия говорит об этом духе? Vai tu vari noķert Leviatāna rāķi? Можешь ли ты поймать Левиафана крючком? Lūk, kur ir tas pāns. Вот он есть. Viņš ir valdnieks pār lepniem. Вот он, это Иова 41, 41 глава. Давайте откроем. Иова 41 глава. Un pirmais. Первый стих. Man ir tikai, paņem tad 34. Да, jo man да, vienkārši tas да. vārds ielicis. Я понял, да. 34 стих, секунду. Что-то тут. Ага, видишь, опять у нас по-другому, да. Aha. Nu, varbūt vienkārši. Да, своими словами просто, да. Vai tu vari noķert Leviatāna rāķi? Можешь ли ты поймать Левиафана крючком? Viņš ir valdnieks pār lepniem. Он царь над гордыми, Viņš ir visu augstprātīgo zvēru ķēniņš. и он царь всех высокомерных зверей. Bet Psalms 74:14 saka, Но Псалом 73:14 говорит, tu sašķēli Leviatāna galvu. 73:14. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустым. Ko nozīmē, kad būt lepnības ietvarā, Что значит быть во власти гордости vai arī šī gara ietekmē? или под влиянием всего духа? Tātad Итак, tas nozīmē savas taisnības paaugstināšanu. это говорит о том, что свою праведность или самоправедность возвышает человек. Cietsirdību un nespēt atzīt vainu. Это жесткость, черствость сердца и неспособность признать вину. Nu, tāda pilns lepnības sirde, То есть сердце полно гордости. sajukumu komunikācijā То есть это сбой в коммуникации un attiecībās. и в отношениях. Viņš
izloka patiesību. То есть он извращает истину. Un viņš sagroza jebko. И он извращает, перекручивает все. Redziet, un ko tas nozīmē? Tur ir visādi attaisnojumi, tas tur tā, tas tur šitā. Это говорит о том, что там постоянные отговорки, там то, там все. Te ir vienkārši dziļāk jārunā, vienkārši nevar tā īsā laikā visu izstāstīt. И тут, конечно, бы надо нырнуть намного глубже, в короткие пару минут невозможно это рассказать. Bet fakts ir tas, ka nepaklausība Но факт в том, что непослушание atver durvis. открывает двери. Zini, es pat īstenībā, man liekas, tā ir vārdu spēle tāda drīzāk. Jo īstenībā tiklīdz kā tu nepaklausi, tu esi pakļauts demoniskai ietekmei, var teikt. То есть тут такая игра слов, но как только ты непослушен, ты уже подвластен. Вот skatieties, ir elektrības skapis kaut kur, ja? Да, вот допустим, есть щиток электричества. Tur Да? ir zīme, elektrība un aizliegts tur pieskarties. Да, и там есть значок, что электричество, высокое напряжение, и там туда запрещено залазить своими Bet ja руками. tu ignorē visu to, Но если ты все это un игнорируешь, pats savā gudrībā esi iedomājies, и сам в своей мудрости себе представил или вообразил в своей Vat голове, iedomājies, es būšu gudrāks nekā Dievs tagad. я буду умнее, чем Бог, скажем так. Un es iešu pats tur visu tūlīt tur kruķīšu. Буду умнее, как электрик, Jā, пойду nu jā. сам все крутить там. Tas kā salīdzinājums. Это просто как сравнение. Kas tad tev tur beigās būtu? Что может быть в итоге? Nu, tur viss var beigties ar nāvi, Все может закончиться смертью. sliktā gadījumā. Это в самом худшем случае. Jā. В лучшем руку Un оторвет. tas ir kā salīdzinājums, Это как kad сравнение. mēs ignorējam Dieva brīdinājumus Когда мы игнорируем знаки от Бога, un предупреждения, neklausam и Viņam. не слушаем Его. Visa problēma ir tas, ka mēs neklausam Dievu. Вся проблема в том, что мы не слушаем Бога. Jā. Salmam pamācījums 16.5. Притчи 16.5. Pretīgi tam kungam ir katra augstprātīgs sirds un prāts droši, ka tāds nepaliks nesodīts. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем, можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Redziet, mēs, kristieši, Вот видите, мы христиане, es domāju, ka mēs daudzajādi nepaklausam Dievam. что мы во множестве вариантах или случаях не послушаемся Богу. Mēs vēl izskanēsim savus sirdis, Мы еще просканируем свое сердце, un jūs paši varēsiet pārdomāt и вы сами сможете переосмыслить savus sirdis. свои сердца. Un mēs redzam, ka Bībele konkrēti saka. И мы видим, что Библия четко говорит, Mēs zinām, ka visu sodu uzņēmās Jēzus Kristus. и мы знаем, что весь суд Иисус принял на себя. Bet ziniet, ja jau tas ir, ja jau Jēzus visu uzņēmās, Но знаете, если Иисус все принял на себя, tad Pāvils nerunā par to, ka ja mēs stājamies Dievu priekšā, то Павел бы не говорил о том, что если мы предстанем пред Богом, tad nebūtu tur tāda vārda, ka mums ir jādod atbildi par savu dzīvi. то там бы не было таких слов, что нам надо будет дать отчет за свою жизнь. Nu, mēs varam darīt, ko gribam. То есть мы можем делать, что хотим. Иисус. Pēc tam, kad būsim Dievu priekšā, Потом, когда предстанем пред Богом, Jēzus visu samaksāja. Иисус все заплатил, все окей. Bet patiesībā tā, viņš pa visu samaksāja. Ну, на самом деле, он заплатил за все. Nu, jūs pēc tam paklausieties jau mācītāju svētru, un jūs sapratīsiet. Ну, то есть послушайте потом предыдущие Jā. проповеди, вы поймете, о чем Kā речь. pārbaudīt, vai es esmu lepns? А как проверить, в гордости ли я? Jeb, vai es esmu nepaklausībā, Или нахожусь я в непослушании, grēkā? в грехе? Lepnumam tas ir vairāki apakšpunkti И у īstenībā. гордости есть много разновидностей. Es patiesībā sevi esmu pieķēris, И я на самом деле себя поймал, kad kaut kur esmu līdzās kādam cilvēkam, когда я где-то с кем-то рядом, ну, с какими-то людьми, допустим, un mēs automātiski salīdzinamies ar kādu. и хочешь не хочешь, мы автоматически сравниваем себя. Un mēs vienmēr izanalizējam, И мы всегда анализируем, vai viņš ir labāks par tevi vai он sliktāks. лучше или хуже. Un tādā veidā arī tu pats vari pārbaudīt. И таким образом ты сам можешь себя проверить. Kādas tev domas iet cauri, kad stāv, piemēram, cilvēks tavā priekšā, Какие мысли проходят через тебя, когда человек стоит рядом с тобой? pieņemsim,
Nu, ja mēs tā varam teikt, sociāli zemāk, Допустим, если так можно выразиться, социально по статусу ниже. cilvēku, kur mazāk naudas, Человек, у которого меньше денег, kuram pleķi uz biksēm kaut ну, kādi, допустим, у него там пятна на штанах, mati izporuši. волосы растрепанные. Ko tu domā? Что ты о нем думаешь? Ot, tas ir pirmais rādītājs. Это есть первый указатель, Kādas domas paceļās, какие мысли поднимаются, tāda arī tavs sirds. таково и твое To tu сердце. atceries. Это ты запомни. Jo es esmu sev pieķēries arī, Я сам ловил себя на том, kad liekas, ka es esmu kaut kur labāks. что кажется, что я где-то лучше. Bet tas tā nav. Но это не так. Mēs zinām, no kurienes Dievs mūs ir izrāvis. И мы знаем, откуда Бог нас вытянул, Jo можно сказать. Jēzus pats stāsta tādu līdzību. Потому что Иисус рассказывает сам такую вот притчу. Atcerieties par farizēju, Вспомните о фарисее, kurš pats lūdza, es tev, Dievs, pateicos, который молился и говорил: Господи, я ka благодарю es Тебя, neesmu tāds kā citi, что я не такой, как другие, kā laupītāji, ļaundari. как воры, как разбойники. Un varbūt tu brauc kādam garām, Может, ты проезжаешь мимо un tu кого-то, saki, paldies, Dievs, ka es neesmu kā šīs. и, может, ты думаешь: спасибо Бог, что я не такой, как вот Oi, он. labi, ka es nedzīvoju kā tas, Хорошо, что я не живу вот как вот этот. un tā tālāk, un tā И tālāk. так далее, и так далее. Un tur bija muitnieks arī, Jēzus sakam. И там был мытарь, Иисус говорит. Un mēs redzam, mēs zinām šo te līdzību, И мы знаем эту притчу. kurš tika attaisnots vairāk. Кто был оправдан более? Tas farizējs, Фарисей, kurš saka, ka es 2 reizes nedēļā gavēju, tur maksā 10. tiesu, который говорит, что я 2 раза в неделю пощусь и десятину даю. bet muitnieks atvēra, viņš saka, piedod man grēcinieku. Но мытарь говорит: Господи, прости меня, грешника. Un Jēzus saka, ka muitnieks aizgāja attaisnots. И Библия говорит, Иисус говорит, что мытарь, он ушел оправданным. Tātad, un iesaka, jo katrs, kas paaugstinās, Иисус говорит: всякий, кто возносится, tiks pazemots. будет унижен. Tas ir iesaka, bet kas pats pazemojas, Это Иисус говорит. А всякий, кто себя унижает, tiks paaugstināts. он будет возвышен. Lūk, ja tu savā sirdī pieķeri sev ar domām, Если ты ловишь себя в своем сердце на мыслях, un ka tu pat uzskaiti, es nezinu, dāvanās esmu labāks, ну, возможно, вот в дарах я лучше, nezinu, vēl kaut kur labāks, ну, еще где-то лучше, ну, условно, вы понимаете, tad tu uzreiz saproti, ka tā ir lepnības pazemība. To- Pazīme. да, то сразу можно понять, что это есть уже черта от гордости. Tāpēc, ka tu balsties uz savu paštaisnību, Потому что человек тогда упирается на свою самоправедность, nevis uz Kristus upuri, не на жертву Иисуса Христа, nevis uz krustu. не на крест. Un ja tu sevi atrodi lepnu, И если ты находишь себя гордым, tad tu esi uz krišanas ceļa. то ты на пути падения. Un ja neko tu ar to nedarīsi, И если ты ничего с этим не сделаешь, tad 100% tu kritīsi. то 100% ты упадешь. Tas ir tikai laika jautājums. И это лишь вопрос времени. Kā nebūt lepnam Как не быть гордым un neļaut ienaidniekam sagraut tavu izaugsmi? и не позволить врагу разрушить твой рост? Kas ir jādara? Что надо делать? Bieži mēs dzirdam, tev vajadzīga sadraudzība ar Jēzu. Часто мы слышим такую фразу: тебе нужно общение с Богом. Es teikšu tā, es divējādi skatos uz šo izteicienu. И я бы сказал так, я смотрю двояко на это выражение. Tāpēc, ka Jūdam Iskariotam, Потому что у Иуды Искариота, viņam arī bija sadraudzība у него Jēzu. тоже было общение с Иисусом. Bet mēs zinām, kāds ir viņa gals. Но мы знаем, какой его конец. Ar sadraudzību nepietiek. Просто с общением недостаточно. Kāpēc? Почему? Ir jāatzīst problēma, Надо признать проблему. fakti, jānožēlo grēki, То есть факты, покаяться во грехах. jeb drīzāk saka, jānožēlo nepaklausība Dievam, Или же надо покаяться в непослушании Богу, Jēzum svētam garam. Иисусу и Духу Святому. Un jāmaina savu dzīvi. И надо менять свою жизнь. Jo Bībelē ir rakstīts, Потому что в Библии написано,
Jāņa evaņģēlis 15, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14-15. с 14 по 15 стих. Lūk, ko saka pats Jēzus. И вот что говорит сам Иисус. Jūs esat mani draugi, Вы друзья мои, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. если исполняете то, что я заповедую вам. Šeit mēs varam arī apstāties. Тут мы можем остановиться на самом деле. Redziet, mēs bieži vien uzskatām, ka mēs baigie draugi Dievam esam. И видите, мы часто, так себе думаем в голове, что мы такие крутые друзья Богу. Tu palas Bībeli, Ты читаешь es Библию, esmu draugs jau Dievam. и вот я друг Богу. Bet mēs redzam, kā Jēzus pozicionē, kad tu viņam esi draugs. Но мы видим, как Иисус позиционирует то, когда ты ему являешься другом. Jēzus uzskata tevi par draugu tad, Иисус считает себя другом тогда, kad tu klausi viņa vārdu. когда ты исполняешь или слушаешь Слово Его, Lūk, заповедь kad Его. viņš tā saka, un tu to pielieto un dzīvo tā. Когда Он говорит, а ты берешь и исполняешь это, и живешь соответствующе. Un tas norāda to, ka tu esi Dieva draugs. И это и есть то, что указывает на то, что ты есть друг Un Бога. mēs Bībelē zinām, kādus cilvēkus Dievs sauc par draugiem. И мы знаем в Библии, каких людей Бог называет друзьями. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka viņi tā rīkojās un tā dzīvoja. Потому что они соответствующе так поступали и так жили, Tā kā Dievs bija teicis. так, как Бог говорил. Viņi savu labo nolūku un savu labo gribu. А, Savu labo nolūku свое благое намерение un savu labo gribu. и свою благую волю, когда Бог говорил, им, Jā. люди исполняли. Nožēlo lepnumu Покайся в гордости un paštaisnību и в самоправедности, un nerīkojies vairs tā. и не делай более так, Un nes pienācīgs augļus. и неси достойный плод Tā покаяния. šodien teikt Jānis Так Kristītājs. бы сегодня сказал Иоанн Креститель. Viņš teiktu, nepietiek, ka tu pateici, Dievs, jā, es atradu sev kā tādu cilvēku. То есть он бы сказал, что недостаточно, что да, я себя нашел таким человеком. Redziet, mēs bieži vien atzīstamies grēkos, Видите, мы часто признаемся в грехах, bet ar to neko tālāk nedaram. но с этим далее ничего не делаем. Bet redziet, ir jābūt izmaiņām. Но видите, должна быть перемена. Ir jābūt izmaiņām, ka tu dari to, ko Dievs no tevis prasa. Должна быть перемена тому, что ты делаешь то, что Бог требует от тебя. Ir ārējas pazīmes, kas norāda, ka tu esi atdevis savu dzīvi Dievam. Есть внешние показания, которые говорят, что ты отдал свою жизнь Богу. Pazemoties Dievu priekšā, klausīt Jēzu. Смириться перед Богом и послушаться Иисусу. Un mēs zinām, ka Dievs stājas pretī lepniem, И мы знаем, что Бог, Он противостоит гордым, bet pazemīgiem dod žēlstību. но смиренным дает благодать. Tad trešais, И третье, pieņem Dieva autoritāti принять Божий авторитет pār sevi, на себя, ļaut Jēzum tevi vadīt caur svēto garu позволить Иисусу вести тебя своим Духом Святым un Dieva iekārtoto kārtību viņa draudzēm. и подчиниться Божьему порядку, устроению в Церкви Божьей. Atcerieties, ko Jēzus izdarīja ar templī tiem cilvēkiem, kas tur А bija. вспомните, что Иисус сделал в храме с теми людьми, которые были в храме. Viņš atnāca un izdzina ārā naudas miejas no tempļa Вспомните, Он пришел и выгнал миновщиков денег un teica, Iz ka hrama. šis ir lūkšanu nams. и сказал, что это дом молитвы. Lūk kārtību, Вот порядок, lūk kārtību. вот порядок. Kā jūs domājat, Dieva templī cilvēki atnāca tāpēc, ka tur bija nepieciešamība kaut kā ātri padot upuri? А как вы думаете, люди приходили в храм для чего? Чтобы была необходимость быстренько подать жертву? Zini, visdrīzāk tas viss sākās cilvēka sirdī. А скорее всего, все началось в сердце человека. Kā Jēzus saka, tu jau pirmām kārtām pārkāp laulības sirdī. Как Иисус говорит, что, во-первых, прелюбодеяние происходит в сердце сначала. Jeb zemtekstā, Или давайте скажем условно так, подтекст всего этого, kad tava nepaklausība что твое непослушание sākas jau sirdī. уже начинается в Tu сердце. pieņem lēmumus. Ты принимаешь Tu pieņem решение. lēmumus. Ты принимаешь решение. Ceturtais. Четвертое. Lūgt atbrīvošanu
Просить об освобождении un aizsardzību и защиту ietekmēm, kas grauj vienotību un pazemību. от влияния, которые разрушают единство и смирение. Jo mēs redzam, ka tieši nepaklausība, Потому что мы видим, что именно непослушание, tur visas tās bēdas arī sākās. что там все эти беды и Tur начинаются. sākās graut šī te vienotības graušana. И там именно начинается это разрушение единства, Graut kārtību. разрушать порядок. Redziet, tas runā to, ka cilvēks pats, viņš uzskata, kā labāk vajag. То есть человек считает, что так, как он думает, так и есть лучше. Viņš kā pats, kā Dievs jau, Он сам как Бог. kā jau minēja jau svētdien, ja, ka Dievam tu jau var dot padomus. Это как было сказано, что уже в воскресенье было сказано, что ты можешь Богу давать советы, как Понятно. надо. Tātad, un apzināti izvēlēties pazemību. То есть осознанно выбирать быть смиренным. Tas ir piektais būtu aizstāt lepnumu ar Kristus pazemību. И пятое, это было бы заменить смирение Христова на гордость. Un, Наоборот, наверное, гордость заменить на смирение Христа. Jā. Вот так. un kā tas ir apzināti, Что значит осознанно, ka tu kalpo citiem, когда ты служишь ka другим, tu noliec citus augstāk par sevi. когда ты других ставишь выше себя? Lūk, tā tu vari mācīties būt pazemībā. Вот так ты можешь научиться быть в смирении. Protams, šī te, ja mēs runājam par Leviatānu, И, конечно, когда мы говорим о Левиафане, tur sekas ir trakākas. там последствия намного хуже. Tur tas lepnums ir ļoti sasaistīts jau ar cilvēka raksturu, Там гордость уже связана очень сильно с характером kad человека. cilvēks ir ilgadīgi bijis kopā ar šādu garu, Когда человек длительные годы был с таким вот этим духом ir Левиафана, izveidojies raksturs jau. уже сформировался Un характер. pat, ja cilvēks saņem brīvību, И даже когда человек получает свободу, paiet tāds, var teikt, krietnes periods, проходит такой, хороший отрезок времени, kamēr viņš soli pa solim mainās. пока он шаг за шагом меняется. Un vienīgais veids ir tikai pakļaujoties Dievam. Единственный шаг, возможность, это только смиряясь перед Богом. Mēs bieži sakam, Dievs mums vajag atmodu. И мы часто говорим, Бог, нам нужно пробуждение. Zini, kur sākās atmodu? Знаешь, где начинается пробуждение? Padodies Dievam. Сдайся Богу. Viss. Все. Nav cita ceļa. Нет другого пути. Nav cita ceļa, kā tikai padoties Dievam. Нет другого пути, как только сдаться Богу. Šī nepaklausība Jēzum. Это непослушание Иисусу. Jēzus pats teica, dariet par mācekļiem. Он сказал, делайте учителями. Ejiet sludiniet evaņģēliju. Идите проповедуйте Евангелие. Lūk, visas šīs lietas, ko Jēzus mums ir devis darīt, Вот эти все вещи, которые Иисус повелел нам делать, tas arī nosaka это и определяет tavu paklausību. твое послушание. Tad, lūk, īsumā šis te vārds par nepaklausību un lepnumu, Вот вкратце это слово о непослушании и un гордости. tas ir tikai virspusēji. И это только так поверхностно. Mēs redzam, kā Sātans viņš krita savas iedomības dēļ, И мы видим, как дьявол, он упал из-за своей гордости. un tieši to pašu taktiku viņš iedeva Ievai. И ту же самую тактику он дал Еве. Viņš saka, es tā kritu, Он говорит, я так пал. tad es zinu, kā arī viņa kritīs. И я знаю, как она пойдет. Es zinu krišanas ceļu. Я знаю этот путь Es zinu, падения. kā cilvēks ievest pie tām durvīm, kur atveras viņi paši Sātanam. И я знаю, как ввести человека туда, чтобы он сам лично открыл двери Un mēs дьяволу. redzam, ka cilvēks jau ir šādā ietekmē. И мы видим, когда человек уже под этим влиянием, Tad, kā jau mēs lasījām šo te ebreju vēstulē, и как мы читали в послании евреям, cilvēks maldās. человек заблуждается. Un maldos tas nozīmē, И заблуждаться, это uz šī значит, ceļa tur ir da jebkas. и на этом пути там уже все, что Tur ir угодно. nāvīgas čūs, kas mēs Tam- zinām, tūkstnesī bija, vai ne? Да, мы знаем, что в пустыне были смертоносные змеи, скорпионы, Jā, karsta saule, горячее солнце, nogurums, усталость,
un tā tālāk. Недостаток. Visi, kur neapmierināti. Все ропщут, Dievs ir недовольны. vainīgs, ka man dzīvē tā neveicas. Бог виноват, что мне так не везет. Dievs, tu neesi man sakārtojis, lai es tev varu lūgt atnāk kaut ko. Ты так не устроил, чтобы я мог прийти и тут молиться, как Un положено. Mūzus vainīgs, ka dievkalpojums nav tāds. И Моисей виноват, что служение не такое, как должно быть, как мне Un хочется. viss ir slikti. И все плохо. Bet Dievs saka, Но nē, Бог говорит, нет, patiesībā tu neklaus man. на самом деле ты не повинуешься мне. Lūk, ir šī sakta. Вот корень. Dargais debes Tēvs, Драгоценный Отец Небесный, es pasakos par Tavu vārdu. я благодарю за Твое Слово. Paldies, ka Tavs vārds mūs māca un modina. Спасибо, что Твое Слово нас учит и Ka пробуждает, tas atver mūsu acis, что оно открывает наши глаза, lai mēs saprastu, чтобы мы понимали, uz kāda ceļa mēs esam. на каком пути мы находимся. Vai mēs esam uz bīstamā ceļa, Находимся ли мы на опасном пути, vai mēs esam uz ceļa, или же мы на пути, kas ved pa šauriem vārtiem который ведет к узким uz вратам, debesu valstību. в Царство Небесное. Svētais gars Дух Святой, runā mūsu sirdīs, говори в наши сердца, jo tikai tu pārliecini par grēku. потому что только Ты убеждаешь о грехе. Runā uz mūsu sirdīm, Говори в наши сердца. ja mēs esam atstājuši ticību, Если мы оставили веру, ja mēs esam kļuvuši если nepaklausīgi, мы стали непослушными, tad svētais gars, lai atgriez mūs то Дух Святой верни нас обратно pie dzīvā Dieva, к живому Богу, ne pie burta. не к букве, Neļauj mums nonākt pie burta, не позволь нам прийти к букве, kurš nokauj cilvēku, который убивает человека, kurš nokauj dzīves attiecības, который убивает живые kur ir взаимоотношения, tikai nāve, где только смерть, bet vadi mūs pie dzīvā Dieva. но введи нас к живому Богу, Paklausībā Jēzum Kristum, в послушание Иисусу Христу, un ka mēs katrs patiesi varam atzīt, что мы каждый можем воистину признать, ka Jēzus, tu neesi tikai mūsu glābējs, что Иисус, Ты не только наш Спаситель, bet ka tu esi patiešām mūsu kungs, но что на самом деле Ты наш Господин, Господь Бог, ka mēs patiešām piederam Tev, что мы на самом деле воистину принадлежим ka mēs Тебе, vairs nepiedaram pasaulē. что мы больше не принадлежим миру. Tēvs svētī mūs, Отец, благослови нас iet ārā no tumsas, выйти из тьмы, lai tumsa iet ārā no prātiem, чтобы тьма вышла из нас, lai skaidrība ir, чтобы ясность была, un lai šī tumsa iet ārā no dvēselēm, и чтобы эта тьма ушла из душ lai человеческих, pagātne atkāpjās. чтобы прошлое отступило. Viss, kas Dievs traucē, Все, что Бог mешает mums Tev paklausīt, нам повиноваться Тебе, lai tas viss aiziet Jēzus чтобы это vārdā. все ушло во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Аминь. 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 Слава Иисусу. Да. Аминь. Slava Jēzum. Да, то, что вот ты читал из Евангелия от Иоанна, я эти местописания прокручивал тоже. Классно. Круто. Brīnišķīgi Jāņa evaņģēlijas Да, rakstīts. да, про дружбу, послушание. Помните, дорогие, я делал акцент на А ты- послушание. Es liku akcentu uz paklausību. Да, именно послушание. Paklausību. Да, то есть, потому что непослушание, Jo nepaklausību. это открыло двери в жизнь Евы и Адама прийти к проклятию. Tas atvēra durvis Ievai un nāk Поэтому это māstam. очень важно. Un tas ļoti А svarīgi. непослушание начинается тоже. Un nepaklausība Да, да, да. sākās tur. Знаешь где? Zini, kur? Когда ты думаешь, вот можно чуть наоборот, когда ты думаешь, да я Kad tu сам vari- знаю. Kad tu domā, jā, tas ir Это tāpēc, гордость. ka tu Это pats visu гордость. zini. Вот и все. И это уже не послушание. Tā ir nepaklausība. Да что там он, да? Что пастор? Ko viņš tur? Ko Да viņš я tur māca? сам знаю, как Es надо. pats zinu, kā vajag. Что там электрик мне будет указывать? Я Man сам tur vēl знаю, как tas- крутить. jā, tas- jā, То есть, ko видите, elektriks это tur уже zina, var mācīt. гордость. Tas Это уже lepnums. гордость. Это то, что было сказано на самом деле. Tas, kas tika Что teikts. это надежда на себя и на свои знания, на свой Cerību uz опыт. sevi, savu zināšanā. Пусть Бог даст нам мудрости, Lai Dievs дорогие, dod gudrību. эти вещи Šīs lietas видеть, redzēt, обнаружить, atklāt, взять за глотку, paņemt tos выкинуть из своей жизни, un izmest ārā, осветиться, apgaismoties, освящаться, svētīties, чтобы быть lai благословением. būtu svētītiem.